Добрый день, дорогие друзья! Напомним, что в начале этого года ОНО «Книганом» выиграла конкурс грантов мэра города Кызыла и получила поддержку на реализацию проекта «Россия и Донбасс. Единая история», исполнителем которого выступила Национальная библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина Республики Тыва, а партнерами – Военный комиссариат Республики Тыва и 55-я мотострелковая бригада. Мы находимся у мемориала Кызыл-Кош или Красный обоз. Памятник посвящен трудовому подвигу тувинского народа в годы Великой Отечественной войны. С июня 41 по август 44 годов Тувинская Народная Республика снабжала Красную Армию зимней одеждой и продовольствием. Молодая республика передала Советскому Союзу весь свой золотой запас и все добывавшееся золото, а также домашний скот, поголовье которого восстановилось только в середине 2000-х годов. Общая сумма материальной помощи тувинского народа фронту за 41-44 года составила свыше 19 миллионов акша, то есть в переводе на советские деньги 66,5 миллионов рублей. Каждая тувинская семья в среднем внесла в фонд помощи фронту 4000 рублей, а каждый взрослый человек более 2000 рублей. На призыв активистов народного добровольного движения «Кызыл-Кош» Красный обоз откликнулись очень многие. Люди отправляли деньги и писали в сообщениях: «Удачи нашим бойцам! Передавайте им привет! Пусть они берегут себя и возвращаются живыми». Деньги на номер Красного обоза все продолжали отправлять. С помощью наших земляков, начиная от пенсионеров до целых трудовых коллективов, правительства Тувы, а также предпринимателей Москвы, мы отправили парням глушители на автоматы на общую сумму 343 тысячи рублей. Этого, конечно, недостаточно. Поэтому у акции депутат «Кызыл-Кош» нет Михайлович, временных ветеран рамок. боевых действий, руководил Всероссийской общественной организацией боевого братства по Республике Тыва. Несколько раз лично на своей машине возил гуманитарную помощь на зону СВО. Буквально вчера приехал тоже после зону СВО, после передислокации нашей бригады 55-й горной в Донецкую Народную Республику. На примере 55-й горной бригады я расскажу. Они стояли раньше на Краснолиманском направлении, за Кременной, за Северодонецком. Они проявили себя самыми мужественными ребятами. А сейчас поэтому нашу бригаду перекинули в самое тяжелое направление, это Авдеевское направление. В общей сложности в зоне боевых действий участвует на данный момент около 5000 наших уроженцев Республики Тыва. А так в зоне СВО воевали более 10 тысяч. Есть подразделения БАРС, это добровольцы, Ахмат, и различные добровольские формирования разных бригад, например, 155-я бригада, это морпехи. Наши ребята, начиная от Кунашира и Труб, островов до Калининграда, везде служат наши бойцы. Последний раз мы раньше мы увозили одежду, еду национальную. А сейчас только специальные средства. Это подавители дронов, радиочастотные разные, начиная рюкзачные, радиостанции, дроны, квадрокоптеры, мощные уже, не такие любительские, а уже профессиональные. На данный момент всего хватает, есть боевой дух, и, да. Как говорится, победа будет. Да, Министерство обороны обеспечит всем необходимым, но не хватает подавителей, этих дронов. Скажите, пожалуйста, обратившись к нашему народу, к нашей молодежи с призывом, что бы вы пожелали нашим молодежи? Нет, в первую очередь хочу отметить, что
нельзя пить алкоголь. Это мой призыв. Потому что вот недавно было несколько аварий. Это только причина аварии – это алкоголизм. А так, молодежи хочу призвать, чтобы росли, учились хорошо, занимались спортом, закаляли свой дух, волю. Ну и равнялись на наших дедов, которые воевали в Великую Отечественную войну, в Афганской войне, на Северном Кавказе. Ну и наших ребят, которые воюют в зоне боевых действий на специальной военной операции. И самое главное, мне кажется, всем сейчас нам нужно сплотиться и, конечно же, любить нашу Родину, да. Наше Отечество, наша Россия. Мы живем в большой стране под названием Российская Федерация. Сегодня многотонная фура из Кызыла отправилась в зону специальной военной операции. Гуманитарный груз доставят военнослужащим и гражданскому населению. Это продукты питания, технические средства, а также бойцы получат 2 автомобиля. Знакомые помогали деньгами, и вот собрали ребятам еду, одежду. Там знаем, что сейчас идут то ливневые дожди, то сильные снега. Им нужна наша помощь, чтобы они знали, что мы здесь о них беспокоимся. В недра фуры отправляются тонны тщательно упакованных коробок и мешков. В последние минуты жители республики успевают дополнительно приносить гуманитарную помощь. Это и продукты питания, теплые вещи, технические средства. В момент съемок прибыла очередная партия груза, собранного жителями Эрзина общим весом 3-4 тонны. При приобретении вещей активисты консультируются с ребятами, которые уже принимали участие в боевых действиях. Необходимы квадрокоптеры, радиостанции, удобное термобелье, а самое главное – аптечки индивидуального пользования. От нашей семьи мы хотим подарить ребятам тактические аптечки, в которые вложено содержимое, значит, самое-самое необходимое лекарство, которое солдату нужно в первую же минуту, если что-то с ним случится. Считаю, что главное – здоровье и безопасность наших солдат. Чечеде хатназын оғыз берген болса, қоршыны қанжа науырар болыр. Ажы төді бар күдейлері бар. Жажаты олдарыз барын жағасын серпілейістін тұзалжы кетпеген біз жаныттарымыз, арғытын тарамдыра, жаныттарымыз пауырларына амкүндері бар. Таранып ұштар тұрттарлы қой дейсін. Сүті шайыты қандыра ағасын жемек бәр жеткет біршіміз. Еге жамын жеде қанжып көрі олар болыр. Қынын дауды ортақ чағалар болса, жүрі ете не бывает дейлі қойды. Жағасын олдарыз қалды. Чорын тилеге болдың дейсің. Бұл местелік жауап барды біз.